Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. В эфире программа «Мы вам покажем». Катерина Винокурова меня зовут. Сегодня мы вам покажем вот такую красоту и не только такую красоту. Все это своими руками, золотыми руками, я бы сказала, делает красавица-девушка, которая стоит рядом со мной, Жанна Дуари. Жанна, здравствуйте. Спасибо за гостеприимство. Я знаю, что вы очень давно увлекаетесь творчеством, прям вот это, всегда это было ваше, потому что мы встречались не раз с вами в наших программах. Да, вот когда это все началось, все это из детства пошло. Ну, на самом деле это правда из детства, но более серьезно, осознанно я начала заниматься этим делом, когда вот в 2018 году я познакомилась с крючком, в 2019 я начала осваивать что-то новое, это макраме. Я начала вязать арки, шторы, ламбрикены, ну, в общем, разные утварь, которая мне по душе была. И в основном я хотела связать свое искусство макраме с детскими вещами, как и, впрочем, в другом, потому что я люблю делать детские холодайки, ну, вообще все детское мне нравится делать. Вот с 2019 года я увлеклась макраме, и оно мне понравилось тем, что это масштаб. Да. Быстро очень. Связала, сплела, и вот прям И кайф. смотрится прям да, так, вообще да? очень торжественно. Да. Свадьбы, на какие-то фотозоны детские, вот. Я вот конкретно вот эту арку я дарила своей сестре со свадьбой. Ну вот я у нее одолжила для съемок. Здорово. Ну вот много времени уходит, чтобы... Насколько это легко, сложно? На самом деле это... Я не знаю, может для кого-то это сложно, для меня вообще все творческое, то, что руками вязать, крючком, там, плести, это все легко. Для кого-то может быть сложно. Для меня, в принципе, это достаточно-таки быстро. Такую арку я могу сплести и за 4 дня, и за неделю, но это зависит от того, как я хочу нагружать себя. Могу через 2 дня, могу через 3 дня. Ну, в общем, вот так вот. Я всегда занимаюсь этим между основной деятельностью своей, между работой, там, когда отдыхаю. Поэтому можно и неделю вязать, можно и 4 дня вязать. А основная деятельность какая? Я работаю риэлтором в Центре недвижимости «Приоритет», и эту работу я люблю, потому что она, ну, как фрилансер, да, получается, свободный график. Можешь и хобби своим любимым заниматься, можешь и работой своей заниматься, ну, в общем, вот так вот. Жанна, я знаю, что вы мама 3, да, если Да. не ошибаюсь, замечательных Да. детей. Вот как все успеваете быть мамой, хозяйкой, работать, а потом еще творчеством заниматься? Да, я мама 3 мальчиков. Все мальчики. Да, все мальчики. И то, что я мечтала о девочке, я отрываюсь на своем творчестве. Вот. Ну, мне повезло в том плане, то, что мои дети все втроем очень спокойные, самостоятельные, самодостаточные люди, и это мне дает время и, ну, свободу ту, которую я могу посвятить своему увлечению. А мальчики тоже вот передалось им от вас какие-то таланты, творческие способности? Ну, пока рано говорить, они сейчас, вот старшему 15 в этом году исполнилось, он, ну, в плане, допустим, что передалось, я вижу, что передалось мой почерк каллиграфический, возможно, у него творческое начало тоже есть, потому что я в детстве тоже не подозревала, что я на такое способна. Это после того, как начали рождаться мои дети, каждый раз с рождением ребенка у меня что-то, вот какая-то потребность и какие-то таланты раскрывались. Это как цветок лотоса, да, получается. Здорово. Ну вот кофта на вас тоже связанная Да. вашими руками, да? Да, я люблю. Это уже крючок. Вообще я люблю хендмейд вещи, что зимние, что летние. Я всегда шью по возможности сама. То, что Очень я красиво. сама не могу, я заказываю своим друзьям-модельерам. Они мне всегда тоже какие-то необычные вещи моделируют и шьют. Да. Ну вот невозможно, вот сразу бросается в глаза, как заходишь в комнату, вот люлька, да, очень красивая, и Да. видно, что это тоже сделано. С любовью. Да. Но вообще я люблю делать маленьким детям, девочкам, ну, детские такие вещи, которые, ну, меня саму вдохновляют и моих клиентов, заказчиков вдохновляют. Я люблю вещи необычные, красивые,
и чтобы видно было, что это сделано с душой. Мгм. Ну, здесь вот мы видим тоже ваши работы. Это платки, да? Это вот в Платье 2018 очень году я красивое. увлеклась крючком, вязанием крючком. Я делаю вот такие вот детские холодайки, лентяйки. Я научилась вязать крючком и сразу поняла, что... Ну вот я не люблю, например, холодаи, которые застегиваются на 350 пуговиц, там обтяж. Мгм. Я люблю все свободное, накинул и пошел. А детям, тем более, у нас Да, в да, детский да. садик, когда ходят, чтобы это было максимально удобно, свободно, без вот этих пуговиц. Ну вот эта вот вязаная кокетка, она очень удобна тем, что даже если ребенок растет, как будто бы платье растет с ней вместе, Ага, например. как будто немножко Да. растягивается, да? И я вижу тут уже ваш бренд, Да, у да? меня есть такие вот бирочки, Мгм. визиточки. Но это когда у меня была студия, я там повесить? шила очень много вещей, таких Мгм. детских. Можно по хэштегу «Принцессы Дуари» в соцсетях найти мои Мгм. работы. Посмотреть, Да. ознакомиться. Можно посмотреть, ознакомиться с работами в соцсетях. Вот «Принцессы Дуари» — это вот конкретно моей племяннице платье. Мгм. Она дала, чтобы я сделала ей красоту, блестяшки. Мгм. И заказать можно даже Да, у можно вас. заказать. К лету я тоже вот собираюсь сшить детские Мгм. холодайки разных цветов. И в этом году я освоила такую сложную вязку. Так. Вот. Это моя последняя работа, которую я завершила буквально пару дней назад. Мгм. Но вот эту сложную вязку я мечтала освоить с 2018 года. Сколько ушло на это времени? Честно, ушло примерно 3 месяца, Мгм. потому что, ну, как я говорю, я люблю вязать не напряжно, а вот лайтово, между делом, между работой, между со своими как бы обыденными делами. Как будто прям готовая фабричная работа, да? Это у Вот. нас что? Это была задумка как салфетка. Мы Мгм. начинали как салфетку, она оказалась вообще большой скатертью. Скатерть. Да, она больше похожа на скатерть вот такого размера. Ну, Вот. вообще. И я в этом году, скорее всего, все, ну, как бы свои холодайки планирую тоже вот эту сложную вязку применить. И это будет очень красиво и, ну, уникально, мне кажется. Шикарно, Да. шикарно, я бы сказала. Да. И помимо увлечения макраме, крючком, я знаю, что у вас еще и есть украшения. Да, я в 2019 году закончила ювелирные курсы в высшей школе в Британке. В Британку я закончила летние курсы по ювелирному дизайну. И моя первая коллекция, пока единственная, это гало. Я выбрала эту тему, потому что я люблю наше северное солнце. И у нас очень часто вот это явление гало, оно вот даже в эти дни, когда стояли морозы, мы часто наблюдали на небе солнце с радужной каймой, получается, да. А для многих это как уникальное, для нас, якутян, это как бы обыденное, повседневное, Приемлемо. да. И поэтому мне вот эта тема больше нравится. Ну, вот здесь вот часть, Да, это коллекции. вот маленькие изделия, которые остались, все крупные украшения у меня уже раскупили мои клиенты, заказчики. Вот, это вот первое изделие гало, тоже сделано совместно с ювелирами нашими якутскими. Серьги. У меня есть сережки, браслетики вот такие маленькие, тоже я, ну как говорила, уже детские вещи люблю, поэтому делаю такие мини. Так мило. Да, это гало, тоже детская коллекция. Тут есть у меня пуссеты разных видов. Это серебро или какой-то другой Это все металл? изделия из серебра, Ага. и есть вот последние изделия из латуни и серебра. У меня еще вот, как бы сейчас, это из нового Стрекозка, да? стрекозка, да, шестикрылая стрекоза. А вот это вот прям супер модный чокер, да? Это вот чокер тоже гало с жемчугом. Вот так вот смотрится. А как пришла? Давно была вот идея выпускать? Вообще в ювелирное ювелирное? искусство я пришла очень спонтанно, очень, можно сказать, неожиданно. Моя подруга в то время работала в компании, которая, ну вот, продвигает такие креативные виды деятельности, и в том числе вот ювелирное искусство. Она
пригласила меня как экспериментальный экземпляр. Они набирали на самом деле людей, которые с ювелирным образованием, с образованием, которые как там умеют рисовать. Я человек с улицы. Она хотела доказать московским партнерам, что в Якутии живут очень талантливые люди. Любого возьми с улицы, он может стать там ювелиром, даже там, без знаю, специального образования. да, может снимать кино, ювелирные изделия делать. И вот и она доказала. Да, она доказала в том плане, то, что меня не хотели брать, потому что у меня не было профильного образования. Они сказали, ей будет сложно. Но по ходу событий, по ходу дела, когда мы учились, выяснилось то, что у меня нету зашоренности вот этой вот. Я не умею рисовать, и я, конечно же, у них был уклон на минимализм. Ну, то есть рисовать неочевидные вещи, не кошечек, там, собачек, ну, как вот принято, да, а какие-то необычные, нестандартные вещи. И в своем выпуске я была, ну, как бы лучшей, потому что, ну, как, мои изделия там нас троих очень отметили, и я даже съездила на ювелирную выставку в Японию в качестве ювелира, дизайнера. Это для меня было нечто. Мы ездили в 2019 году в Токио на ювелирную большую выставку азиатскую, и там тоже опытные ювелиры из Японии тоже отметили то, что, ну, вот, украшения Гало тогда были еще крупные, для них это было, ну, они более масштабные, поэтому эти изделия были отмечены ценителями ювелирного искусства. Они сказали, что японцы любят вот такое абстрактное что-то, и для них это было абстрактные изделия, интересные. И звали на другие выставки, они сказали, нужно ездить каждый год, чтобы примелькаться. Но надо 4-5 выставок посетить, чтобы, ну, тебя запомнили, заметили. Ну, естественно, потом наступила пандемия, 2020-2021 год, и мы, естественно, вот пока ждем. Но все впереди. Да, все впереди, да. Здорово. Эту деятельность, как бы, она мне нравится. Я как дизайнер, я хочу сейчас освоить профессию ювелира, чтобы сама своими руками делать. Это очень интересно, работать с огнем, с высокими температурами, с плавлением металла, знать, при какой температуре плавится серебро, золото, другие металлы. Это очень интересно. Вызывает интерес, да? Да, это взрывает мозг мне конкретно. Я думаю, что у вас получится. Спасибо. А вот отдельно внимание, вот очень красивая квартира, да, тут каждая вещь как будто вот со своей историей, да. Как вы вообще выбираете вещи к интерьеру своему? Как-то это все постепенно или... Но я вот, когда мы делали ремонт в моей квартире в 2010-2011, ну, в 2009-2010 году, у меня с детства была склонность к восточному стилю, да, я любила очень Индию, я выросла на индийских фильмах, поэтому Восток для меня это что-то родное, что-то связанное с бабушкой, с родителями, потому что я постоянно с ними ходила на индийские фильмы. Это было очень интересно, очень классно. И вся квартира продумана мной и с моим дизайнером, которая, ну, все вот воплотила в реальность. И сейчас, но сейчас влияние моих сыновей троих, у меня вкусы поменялись. Хочется уже что-то такое более такое современное, более лаконичное, минималистичное, поэтому я, кстати, продаю свою квартиру. Я подумала, будете делать ремонт. В общем, кто, если заинтересуется, да, в квартире с таким восточным, да, интерьером, то, но его пожалуйста. можно легко поменять на современный. Да. А вот эта вот тумбочка, она откуда-то провезена? Ой, вот эта тумбочка с историей. Я на 9-м месяце, когда была беременна вторым ребенком, Ой, стульчик. пошла на индийскую ярмарку. За день, даже в тот же вечер у меня начались схватки, и я пошла рожать моего среднего сына Мирона. Это здесь в Якутске? Это здесь в Якутске проходила она в 50 лет Победы, и я прям ждала этот день, и этот день настал именно в тот день, когда у меня начались... Я такой марш-бросок по индийской ярмарке сделала, купила несколько вещей, этот набор мне понравился, но тут есть тоже история моего старшего ребенка, вот
он упал. Ну, мне нравится то, что тут есть вещи, которые немножко... Его надо, ну, отремонтировать, и я люблю эту вещь, поэтому она у меня все равно стоит, ждет своего звездного часа. Может быть, я скоро займусь резьбой по дереву. Я не удивлюсь. Что не исключаю тоже сама. Но здесь мы видим еще сумочки, да? Да. Это хиты прошлого лета, но я думаю, этим летом тоже все это сохранится. Я делала такие сумочки, был очень большой спрос на сумочки летние из макраме. Это вот с застежками, со всеми делами, пляжные сумки и такие на повседневку сумочки. Тоже очень интересно. Вот эти вот сумки тоже были очень, как называется, как советские времена. Да, как сетка, да, вот эта вот сетка тоже было много заказов. И вот эти два большие пляжные сумки, они у меня всегда есть в наличии в продаже My Sweet Home в ТРК Туймада магазин. Я сотрудничаю с ними, я всегда свои макраме вещи, там качели, туда, сумочки, да, оставляю там. А вот эта стрекоза, это какой-то ваш фирменный Да, знак? это я решила, что мой бренд Жанна Дуари будет связан с этой стрекозой. Вот, это шестикрылая стрекоза, символ, но он символизирует присутствие моей бабушки, так как все равно по женской линии всякие таланты и всякие такие увлечения передаются от поколения в поколение. И я хочу, чтобы вот это вот наше совместное практически творчество имело какие-то вот символические для меня вещи. У всех брендов есть свои какие-то, тотемные, не тотемные дела, и вот я решила, что стрекоза будет моей. Мне кажется, она прям очень подходит вам. Да. Ну вот тоже с ювелирами 3D дизайнерами сделали такую модель, разработали, да, и она как бы вошла в жизнь. Ну вот сказали мы про люльку. Ой. Есть еще стульчик. Ой. Ага. Вот Такие такой стульчик сборный. Ее можно вообще на походы, на эсэх. И очень интересная в том плане, то, что она очень красивая. Не вот эти вот, мне не нравятся китайские складные такие палаточные. Да. А это какая-то табуреточка с душой будет, например. Можно еще любой узор сделать. Еще можно несколько сделать. Да, можно несколько, и в машине будет вмещаться, очень даже удобно. И на эсэхе красиво так поставить. Даже на пикники, если ездить. Вам надо палатку еще сделать. Да, вигвам. Да. Вот. Люлька тоже очень шикарная, все не терпится показать нашим телезрителям. Ее можно делать как на ножках, так и подвесной. У меня просто есть несколько заготовок. Я заказывала человеку, ну, знакомой, которая занимается резьбой по лобзикам. Она мне изготовила вот это дно. И прямо вот совместно тоже со знакомыми она у меня получилась как раз вот коконы, тоже очень необходимая вещь для новорожденных. Она как раз здесь как в матрасик идет. Тоже handmade все. И вот эта люлька, она вот прям, ну, мне кажется, очень уютно, очень атмосферно. Она уже была использована в деле? Ну, заказывали, да, и вот сейчас вот это вот конкретно в наличии в продаже. Я еще собираюсь 2 люльки сделать, ну, разные варианты. Один более такой серый, ну, чтобы мальчиковый был вариант сдержанный, и подвесную люльку должна сделать. Вот эту конкретно заинтересовалась клиентка из Москвы. Она вот сейчас все вот эти размеры взяла, тонкости, сколько она места занимает в квартире. Она тоже удобна тем, что ее, как и стульчик, можно собрать. Да, можно собрать. Да? Допустим, если вы куда-то едете, она тоже вот так вот собирается, и дном вот, и тоже можно в машину поставить. И, в принципе, когда она, ну, уже не нужна, ну, не то чтобы не нужна, можно ее вот так вот убрать. Да. И в машине она тоже вмещается очень легко, так как сборная. Такая компактная, на фотосессии берут, да, эту люльку. Очень красиво. Поэтому
Я не знаю, я люблю такие функциональные, универсальные, Вещи. ну, какие-то Мгм. вещи, которые служат не один год Мгм. и удобны в использовании и в эксплуатации тоже. Ну Вот. вот всегда в таком творческой энергия такая, да, от вас исходит. А чем вы вдохновляетесь? Вот откуда берете вдохновение? Это всегда нужно познавать какие-то новые направления или... Вдохновение у меня всегда рождается с рождением детей, племянников. Мгм. Там. Маленькие дети вообще очень сильно вдохновляют меня, потому что это чудо. Как они появляются, как они выглядят, как они ведут себя. Например, я мама мальчиков, поэтому мне не хватает вот чего-то женского, Мгм. девчачьего. Я компенсирую. В своих работах. Да, в своих работах у меня есть племянницы маленькие, для них я вот создаю такие вещи, платья, детские игрушки, там, не знаю, вот эти люльки, поэтому сейчас я в гармонии нахожусь, Мгм. когда делаю какие-то красивые вещи своим родным и близким, и людям, которым это требуется, ну, вот заказчикам, я очень в это состояние вхожу и люблю вот это состояние наполненности, не знаю, вдохновения. Вообще, живя в Якутии, я не знаю, как можно не вдохновляться нашими зимами, снегом, вот этими заснеженными деревьями, Да, 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 да. и покрытые инеем, снежинками. Вообще все вдохновляет Керани Корбити. Как в фильме. Я, наверное, похожа на этого главного героя. Вау, все, что-то увижу, хочется что-то сразу воплотить, сделать. Ну, это здорово Да, ведь. Мгм. И здесь вот в клюльке очень хорошо вписывается да. скатерть, она же как и накидка, да, Ее можно. можно Мгм. как, да, как накидку, как Мгм. пледик, вот, вообще очень красиво. Но я не знаю, на фотосессиях вообще это будет очень эксклюзивно смотреться, потому что таких вещей, ну, в продаже навряд ли можно Шикарно. найти. Это очень красиво будет. Мгм. Можно даже выписную эту заказать, да, в таком Мгм. этом Мгм. стиле. А впереди какие планы? Впереди планы. Ой, Мгм. у нас, я не знаю, я сама от себя не ожидаю таких вещей, которые, допустим, этой весной, что меня вдохновит, я еще не знаю. Мгм. Просто Мгм. я никогда не думала, что я стану ювелиром, там, вязать крючком, делать какие-то вещи из макраме. Ну, года 3-4, но 5 лет назад я бы сказала, вы о чем вообще? Мгм. И представить даже не И могли. представить, тем Ага. более ювелирное искусство, я бы вообще не могла, потому Мгм. что это приходит как-то спонтанно, как-то извне, и оно так гармонично входит в твою жизнь, ты даже не контролируешь эту. И поэтому для многих знакомых было очень удивительно. Я сперва занималась кино, там, мы сняли фильм, прокатали его по всем международным кинофестивалям, выиграли Якутский международный кинофестиваль. На следующий год я стала вдруг резко ювелиром. Через год я стала вязать крючком. Но для кого-то, может быть, это сверх, не знаю, их Мгм. осознание мира. Но мне кажется, все это гармонично. Каждый человек может заниматься 10 видами искусства. Ну вот, я, например, совмещаю сейчас вот с риэлторством. Я очень люблю общаться с людьми, работать Мгм. с людьми, и эта работа мне как раз-таки дает всю вот эту вот возможность общения с людьми, помогаю им одобриться по ипотеке, купить квартиру, подобрать квартиру. Даже им могу советы по ремонту, дизайнеров порекомендовать, потому что в моей студии базировались дизайнеры, и я знаю, к какому дизайнеру, по какому стилю можно обратиться. Мгм. Вот. Нет предела вообще прям, Да, да, нет предела совершенству. совершенству. У меня Мгм. давняя мечта была начать резьбу по дереву. Я еще начала это еще когда на другой квартире жила, но Мгм. я искала мастеров, которые меня этому научат на практике, потому что сама с собой, ну как-то это сложновато. И резьба по дереву с женщиной как-то, видимо, у мужчин не ассоциируется, наших якутских мастеров. Они такие, что? И если найдется такой смельчак, который возьмется, ну не возьмется, а вообще согласится меня впустить в мастерскую и показать азы резьбы по дереву, то я вообще, наверное, пойду в разнос. Тоже. Жанна, спасибо вам большое. Так интересно общаться с таким, не знаю, творческим, энергичным человеком, да. Я желаю вам никогда не терять вот это вот
прилива, да. Спасибо. И действительно, мне кажется, это талант, дар, да, свыше, вот какие-то... Возможно. Да, и я уверена, что много чего еще впереди у вас, Мгм. и мы обязательно познакомимся с новыми какими-то вашими открытиями, да. Мне кажется, вот можно ходить по квартире и про каждую вещь просто спрашивать, да. Отдельно, да? Да, я думаю, Мгм. что мы еще не раз побываем у вас в гостях. Спасибо вам Спасибо. еще раз. Мгм. До встречи, всего доброго. И нашим телезрителям верьте в себя, проявляйте себя. Пусть постоянно у вас открываются новые таланты. Не бойтесь идти к этим открытиям. Все обязательно Надо получится. пробовать все, Да, в да. своей Все в жизни. жизни нужно попробовать. Да, надо попробовать. Получится, получится, не получится, не получится. Неважно, можно заниматься чем угодно, когда угодно, где угодно. Да. Так что находите Жанну в социальных сетях. Мне кажется, Жанна всегда открыта, посоветует Да. что-то, пообщается с вами и Мгм. ответит на все вопросы. До встречи на телеканале Якутия 24.